На данном видеоуроке рассмотрим, какое же основное действие совершает ютубер, тот человек, который зарабатывает на ютубе. Но в данном случае я покажу на своем собственном примере, какие одни и те же действия я совершаю каждый день для того, чтобы хоть что-то начать зарабатывать. Первое действие. Жмем на пиктограмму ютуба, мы идем в свой собственный канал. Далее в правом верхнем углу есть кнопочка «Добавить видео». Жмем на эту кнопку. Открывается следующее окно. Идем далее. Выберите файлы для загрузки. И мы выбираем на своем компьютере видео, которое мы, конечно, заранее приготовили для загрузки. Это отдельный разговор. Жмем на кнопку загрузки, и у нас открывается вот такое окно, где у нас идет загрузка. Здесь это показано, сам процесс загрузки, как он идет. Далее мы должны заполнить обязательно следующие таблицы. Вот они. Вот эти вот таблицы, эти. Сейчас мы будем делать все по порядку. Самое главное, надо заполнить название. Название видео. Оно играет главную роль в системе поиска. Какое ключевое слово вы хотите задать? В данном случае я полагаю, что это видео будет идти в системе горловое пение. То есть горловое пение. Это мне важно. Дальше я забиваю следующее ключевое слово этника. То есть я полагаю, что человек, который будет искать это видео, оно то есть этот человек интересуется этнической культурой или культурой народов. Ну, в данном случае, конечно, первое горловое пение, первое слово горловое пение. Но далее идет этника, но мне это кажется важнее. Ну и заполняем уже по степени отражение того, что находится на самом видео. Ну, в данном случае импровизация на хомосе. Это главный момент этого данного видео. Ну и степи Хакаси это уже прилагается к пояснению ситуации. Это название. Ну и в описании обязательно нужно написать несколько предложений. Чем больше слов, тем лучше. Но самое главное, здесь нужно использовать необходимые, опять-таки, ключевые слова. Ну, к примеру, пишем горловое пение. Предположим, мы допишем стиль Хамей, Каргра. Это известные стили горловое пение. В общем, на этом видео это и есть. И пишем человека, который исполняет это видео. Но в данном случае пишем имя автора. Ну, я для примера. Конечно, вам нужно будет написать столько, сколько вам необходимо. Чем больше информации, тем лучше. Я так напишу: степи Хакаси. Так, вы видите, что YouTube попутно даже исправляет ошибки. Далее, в тегах в нижней части обязательно прописываем опять-таки ключевые слова. Это опять-таки горловое пение. Так, ставим запятую, да. Дальше этника. Дальше стиль Каргра пишем. Так, Хоумей. Прописываем название музыкального инструмента. Даже можем прописать, чья это музыка. Ну и так далее. Предположим. В помощь YouTube иногда предлагает теги. Предлагаемые теги, но на английском языке, как правило, Overtone Singing. Я использую этот тег. Хакасия Республика, да.
singing пение, но обычно к горловому пению можно добавить throat singing, то есть горловое пение по-английски. Это для англоязычных пользователей. Итак, мы таким образом прописали здесь ключевые слова. Они важны для поиска, для поисковых систем. Дальше я обязательно для себя создаю плейлист для удобства реклама этого листа. В данном случае это этника у меня идет. И, ну, допустим, тег, так, плейлист Хакас идет. В итоге я выбираю два плейлиста. Это этника и Хакас. Ну, можно обозначить музыка Сибири, но у меня этот плейлист не заполнен, поэтому этого пока мне достаточно. Далее, из персонализированных значков можно подготовить свои. Если у вас есть плейлист, допустим, относящийся к определенной тематике, вы можете взять, подготовить такую небольшую иконку, но я возьму из самого видео. Использую видео. Так, таким образом мы выбрали в части основной информации, вот здесь, вот это все относится сюда. Далее идем следующее. Расширенные возможности. В категории музыки, то есть мы выбираем категорию музыки. Ну, в принципе, тут можно ничего дальше не менять. Идем в коммерческое использование. Если сайт монетизирован, у вас появится эта колоночка. И нужно будет обязательно отметить «Зарабатывать с помощью объявлений». Так, ну что ж, дальше жмем на кнопку «Опубликовать». Эта кнопка, вот она. Опубликовали. И появляется адрес видео. Жмем на адрес видео. И вот у нас видео готово уже. То есть оно уже опубликовано. Далее, если вы хотите что-то исправить, далее можно эти исправления сделать, вернувшись обратно. Вот такие краткие действия совершаю на YouTube по загрузке видео. Но далее на этом у меня действие не заканчивается. Следующее, что я делаю? Следующее, я эти видео или это видео уже стараюсь выложить в социальные сети сразу, в первую очередь. У меня созданы группы в социальных сетях. Но в данном случае для примера я покажу два из них. Это Facebook и ВКонтакте. В общем, мы берем вот этот раздел «Поделиться», копируем адрес видео, Ctrl-C, и идем на Facebook. В данном случае, конечно, надо будет вам создать свою группу обязательно. На Facebook у меня есть группа по горловому пению, и тут я вставляю вот эту ссылку от видео. И Facebook сам уже распознает это видео, и таким образом я публикую уже на страницах Facebook. То есть это первая социальная сеть, куда я закладываю. Далее я иду в ВКонтакте. Там также есть группа, которая рассчитана именно для этого видео, именно для этого стиля видео. И там, здесь, в этой группе также вставляю ссылку. И публикую от имени группы. Отправляю ссылку ВКонтакте. Ну и дальше, чтобы меня на стене увидели, я еще и дублирую свою запись на стене. Таким образом, я загружаю видео на YouTube. Как готовить видео, в каком формате загружать, это будет на другом видео. А сейчас же спасибо за внимание. С вами был Сергей Том.